Каждая крымско-татарская семья может поделиться историей о реликвии, которую в семье бережно хранят. Эти ценные истории много лет собирают организаторы конкурса «Айле Дегерлеклері» – семейные реликвии. Десятки крымских школьников ежегодно презентуют здесь истории своих семей. Конкурс проводится ресурсом Козайден Медиа совместно с Министерством образования. В этом году конкурс состоялся уже 14-й раз. Из-за коронавирусных ограничений презентации проводились онлайн. Поскольку называется он конкурс мультимедийных технологий, а технологии не стоят на месте, я рада, что наш конкурс тоже движется вперед, благодаря технологиям, выходит на новый уровень. Работы на конкурсе представляют в 3 номинациях: рассказ о родном селе или городе, история старинных фотографий и сокровища из сундука, презентация семейных реликвий. Хочу сказать, что по предметам, конечно, приходит больше материалов. В семьях сохранились очень уникальные вещи, как ювелирные изделия, так и посуда, вышивок очень много. Очень хорошие работы бывают, как правило, по фотоальбомам, потому что в семьях, я думаю, фотоматериалы и документы – это максимально, что сохранилось после депортации. Мен сефер Айле Дегерлеклері ярышыны пек büyük bir sabırsızlıkla bekleyim. Çünkü ballar vakit şaşırtmaktan bezmiler demege mümkün. Çünkü sefer yıl böyle bir unikal işler, unikal vakiyalar ortaya çıkar. Biz belledik ki biz endi 14 yıl içinde şeyini gördük. Lakin bu yılı daha ziyade şaşırtkan böyle bir milli degerliklerimiz var. En facialı, en ağır yıllarda bile onlar açılıktan ölmege hazırlar. Lakin bu şeyini satmaganlar ve ne diyeyim yıllarla, 10 yıllarla saklap kalganlar. Bu yarışının büyük emniyeti şunda ki balalarga milli degerligimizge, milli hazinemizge bir saygı, sevgi aşılaydı. Эти золотые монетки хранятся в семье Анифи Муйдиновой из Буюконвар. В 1944 году одна из родственниц успела взять из дома горсть таких монет. Во время депортации они спасли семью от голода, а оставшиеся несколько монет стали семейной реликвией. Другая участница, Фатиме Юсупова, поделилась историей своей бабушки, известной поэтессы и переводчицы Пирае Кадризаде, дочери выдающегося деятеля крымско-татарской литературы Абдурамана Кадризаде. В семье сохранилась тетрадь, в которой Пирае Ханым записывала свои воспоминания. Каждая работа, представленная на Айле Дегерлеклері, по-своему уникальна, хотя зачастую за этими историями и реликвиями трагедия отдельных семей и всего крымско-татарского народа. Все презентации размещаются на портале Козайден Медиа, где хранятся истории каждой реликвии, собранные за 14 лет проведения конкурса.